Тема дня. Анализ актуальных событий, явлений и проблем из жизни современного общества. Ограничений для тем нет. Экономика, социальные вопросы, культура, спорт. Гости темы дня – это авторитетные и яркие личности, которые не боятся острых вопросов и с удовольствием идут на прямой контакт. Свою точку зрения смогут высказать все, кто пришел на программу. Участники программы займутся поиском истины, а она, как уже доказала жизнь, всегда рождается в споре. Добрый день, дорогие наши слушатели. В эфире Береющее радио, как всегда, в это время программа «Тема дня». У микрофона Ирина Эгенбаева, за пультом режиссера сегодня работает Махсат Мамаралиев. Российско-Кыргызский фонд развития с начала 2018 года увеличил финансирование предпринимателей в регионах, занимающихся переработкой сельхозпродукции, пытающихся выйти на экспорт. Данная работа проводится в рамках реализации указа президента об объявлении 2018 года годом развития региона. Во всех регионах были созданы региональные центры для обеспечения консультациями местных предпринимателей. Такие региональные центры оказывают содействие в подготовке бизнес-планов и необходимых документов для получения финансирования. Было предоставлено 200 миллионов сомов открытому акционерному обществу «Гарантийный фонд» для решения проблем с залоговым обеспечением в регионах. Кроме того, Гарантийный фонд прилагает все усилия для реализации указа главы государства по году развития региона. В этой связи Гарантийный фонд в 2 раза увеличил финансирование по сравнению с предыдущим 2017 годом как по количеству, так и по сумме предоставления гарантий. Дорогие наши слушатели, 2018 год президентом страны Сооронбаем Жээнбековым был объявлен годом развития регионов. Не секрет, для развития регионов необходимо поднимать экономику села и обеспечивать жителей районов работой. Решать эту задачу помогают кредиты Российско-Кыргызского фонда развития. Созданные с их помощью предприятия позволяют трудоустроить сельское население и пополнить местный бюджет. И сегодня в программе «Тема дня» мы поговорим о том, насколько успешно выполняется задача, поставленная президентом Сооронбаем Жээнбековым перед финансовыми институтами по обеспечению финансовыми ресурсами проектов, направленных на поддержку сельхозпроизводителей и в конечном счете на развитие регионов. Наш разговор сегодня о роли Российско-Кыргызского фонда развития и Гарантийного фонда в развитии регионов страны, какая работа была проведена в уходящем 2018 году. Гостем нашей программы сегодня руководитель службы кредитной и инвестиционной деятельности Российско-Кыргызского фонда развития Эрмек Абласов. Эрмек Туратбекович, добрый день. И пригласили мы сегодня заместителя председателя открытого акционерного общества «Гарантийный фонд» Азамата Куджубаева. Азамат Туратбекович, здравствуйте. Добрый день. Уважаемые радиослушатели, если вам есть что сказать, высказать свое мнение по теме нашей сегодняшней программы, звоните по телефонам прямого эфира 39 21 90 и 65 66 04. Мы вещаем и в прямом эфире в социальной сети Facebook на страничке Береющее радио. Вопросы и комментарии можно отправлять и на нашу страничку Береющее радио. Также свой вопрос вы можете отправить посредством СМС-сообщения на короткий номер 3535. А я еще раз напомню, что сегодня наш разговор о роли Российско-Кыргызского фонда развития и Гарантийного фонда в развитии регионов страны, какая именно работа была проведена в уходящем 2018 году. Эрмек Туратбекович, Азамат Туратбекович, добрый день еще раз. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира. Мы сегодня, по крайней мере, постараемся обсудить основные аспекты деятельности Российско-Кыргызского фонда развития и открытого акционерного общества «Гарантийный фонд», какие принимались и принимаются стратегические решения. Вот прежде чем приступить к обсуждению этого вопроса, позвольте вашему вниманию и вниманию наших слушателей предоставить материал нашего корреспондента, речь в котором идет о том, какое все-таки внимание уделялось вопросу развития регионов. Давайте послушаем, после чего начнем наш разговор. Житель Сокулука Назгуль Джумашева в этом году за счет кредита, предоставленного в рамках проекта финансирования сельского хозяйства, купила на рынке несколько голов крупнорогатого скота. За 5 дней можно получить, просто сюда надо нам, это справка с места жительства, роспись 5 депутатов и рекомендация Айла Аксакалдары. В прошлом году, я говорю, 50 тысяч брала, это на 10, на год, 10%. В этом году я постаралась, вот как бы в этом году до 100 тысяч дают без залогов, без кредита.
проектов. Но хотелось бы, конечно, это на 1,5 года. 2018 год был объявлен годом развития регионов. Президент не раз отмечал, что развитие городов, районов и сел – приоритет для государства. Будет расширена программа ипотечного кредитования, сфокусированная на улучшении жилищных условий населения в регионах. Важным является реализация проекта «Тазасу». В предстоящие 5 лет ставится задача по обеспечению доступа к чистой питьевой воде всех населенных пунктов. Одна из важных задач – строительство и реабилитация системы водоснабжения в 653 селах, в том числе строительство и реабилитация системы водоснабжения и водоотведения в 20 районных центрах и 22 городах. Успешно выполняется задача, поставленная президентом Сооронбаем Джейнбековым перед финансовыми институтами по обеспечению финансовыми ресурсами проектов, направленных на поддержку сельхозпроизводителей и в конечном счете на развитие регионов. Подчеркнули в отделе политики стратегического развития экономики и финансов аппарата президента, подводя итоги года работы президента Сооронбая Джейнбекова. Отмечается, что на сегодняшний день основная часть проектов РСК банка в сумме 7,5 миллиарда сомов, АИЛ банка в сумме 15 миллиардов сомов и Российско-Кыргызского фонда развития в сумме 10 миллиардов сомов направлены на финансирование инвестиционных проектов регионального масштаба. Гарантийным фондом выдано порядка 63% гарантий в сумме 389 миллионов сомов на поддержку предпринимателей в регионах. Благодаря условиям гарантийного фонда бизнесмены получили дополнительное кредитование на беззалоговой основе. При этом коммерческими банками за счет гарантий гарантийного фонда выдано кредитов на весь период на сумму 2,1 миллиарда сомов. Приоритетное финансирование отдается проектам из Таласской, Джалабадской, Ужской, Баткенской, Нарынской и Сыкульской областей. В регионах модернизируются, открываются современные крупные, средние и малые предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, текстильной промышленности, строительных материалов, цементные и кирпичные заводы, торгово-логистические центры, овощехранилища, тепличные хозяйства. В этом году поддержка сельхозпроизводителям оказана и со стороны Российско-Кыргызского фонда развития. По словам председателя фонда Эркина Асрандиева, если взять статистику, то объемы финансирования в регионах в этом году увеличились на 14-15% по таким основным направлениям, как сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции и продукции животного происхождения. Если в прошлом году все области в общем получили финансирование на $17 миллионов США, то и по итогам 10 месяцев текущего года сумма превысила $21 миллиона. Основные шаги – это первое, мы предоставили 200 миллионов сомов гарантийному фонду для решения проблем залогового обеспечения региональных предпринимателей. Кроме того, во всех областных центрах открыли наших представителей региональные консультационные центры, которые в первую очередь предоставляют консультации, разъясняют условия финансирования за счет средств РКФР, оказывают содействие в подготовке бизнес-планов и подготовке необходимых документов для получения финансирования. Кроме того, в апреле этого года мы снизили порог прямого финансирования от $1 миллиона до $300 тысяч. То есть на сегодняшний день региональные предприниматели получили более широкий доступ к прямому финансированию за счет средств РКФР. А также в рамках поддержки региональных предпринимателей в середине года объявили конкурс, который называется «Регионы. Точки развития». Отличительной особенностью условий этого конкурса является наличие механизма стимулирования, суть которого заключается в том, что при условии успешной реализации проекта и своевременной оплаты кредита по истечении каникул до 0,5% оплаченных процентов мы готовы обратно возвращать предпринимателю. Помимо этого сообщается, что в рамках государственной программы финансирования сельского хозяйства 6 населению выдано кредитов на общую сумму 5,4 миллиарда сомов для 11 246 сельхозпроизводителей. Кредиты выдаются на льготные процентные ставки, на растениеводство и животноводство 10% годовых, на переработку 6% годовых и на садоводство и племенное животноводство 8% годовых. В целях усиления полномочий доходного и кадрового потенциала органов местного самоуправления подготовлены проекты соответствующих изменений в законодательство. В проекте государственного бюджета на 2019 год расщепление подоходного налога в пользу местных бюджетов увеличено с 50 до 70%. Салтанат Калдыбаева, Беренчи радио.
Итак, давайте мы сейчас с вами начнем. Эрмек Туратбекович, но я еще раз хочу повторить, что сегодня в программе «Тема дня» мы, по крайней мере, постараемся обсудить основные аспекты деятельности Российско-Кыргызского фонда, а чуть позже и гарантийного фонда, какие принимались и принимаются стратегические решения. Вот если сейчас говорить об уходящем 2018 году, Эрмек Туратбекович, каковы, ну скажем так, предварительные, основные показатели, итоги деятельности Российско-Кыргызского фонда развития за уходящий 2018 год? Я думаю, эта информация, Эрмек Туратбекович, будет полезна для отечественных предпринимателей и бизнесменов. Пожалуйста. Спасибо. На сегодняшний день уже фондом профинансировано порядка 1611 проектов на сумму 287 миллионов долларов. А проекты представлены во всех регионах, и этот год, как было уже отмечено, объявлялся годом развития регионов, поэтому весь этот год фонд тоже не остался в стороне и приоритетной задачей поставил финансирование именно проектов, находящихся в самих регионах. И в этом году мы смогли увеличить проекты, финансируемые в регионах, достаточно, если по количеству брать, достаточно большой объем получился. На сегодня мы в регионах профинансируем порядка, только за этот период, порядка 648 проектов. То есть, если сравнивать с прошлым годом, то в прошлом году в регионах было профинансировано 86 проектов. То есть, таким образом, фонд в этом году все усилия направил именно на регион. Вот. Если взять по отраслям, то, в принципе, основной упор у нас делается на агропромышленный комплекс. И если в цифрах, то получается порядка 55% это агропромышленный комплекс и сфера производства. И остальные уже разделены между такими отраслями, как туризм, развитие инфраструктуры, логистика, связь, информационные технологии. Вот. Но основной упор – это в первую очередь сельское хозяйство и сфера производства. И в этом году мы разработали ряд продуктов, направленных именно на развитие регионов, внесли ряд изменений в наши внутренние нормативные документы, позволяющие снизить для регионов порог обналичивания для проектов, потому что мы знаем, что в регионах большая проблема именно в получении кредитов и использовании их безналичным путем. Весь рынок на сегодня в регионах, он все-таки сегодня работает наличностью. Вот здесь мы смогли снизить порог, и на сегодня предприятия в регионах могут обналичивать до 30 тысяч долларов от получаемой суммы кредита. Раньше это были суммы до 10% от получаемого кредита, то есть это порядка 10 тысяч долларов и ниже было. На сегодня мы сделали 30 тысяч долларов. Помимо этого, мы в этом году проработали с коммерческими банками. Мы все знаем, что все проекты в регионах, они на сегодняшний день еще не такие крупные, чтобы напрямую получать у нас финансирование. Поэтому мы в этом плане тесно сотрудничаем и работаем с коммерческими банками. У нас на сегодня 13 банков-партнеров, с которыми мы в этом году подписались соглашением, что наши средства, направляемые непосредственно на финансирование, должны быть в коммерческих банках 50% направляться именно на регионы, те средства, которые они от нас получают. И для государственных банков мы поставили ограничение в 60%. То есть они обязаны уже 60% средств направлять на регионы. Вот. Помимо этого, как было уже сказано, мы также сотрудничаем тесно с гарантийным фондом, которым мы также выделили 200 миллионов сомов. И также условием выделения мы также обозначили, что эти средства должны идти именно на регионы. Вот. И с гарантийным фондом и с банками мы проводим в регионах встречи с предпринимателями, выезды, организовываем мероприятия по освещению наших услуг и как в регионах могут получить эти средства. Дополнительно в этом году мы смогли открыть в 5 областях наши региональные консультационные центры, которые оказывают в первую очередь консультационную помощь именно по разъяснению тех требований, условий, по которым фонд выделяет средства, для того, чтобы предприниматели могли более знать о наших продуктах, требованиях, как получать эти средства,
как обращаться в коммерческие банки по нашим средствам и какие документы должны они предоставить. Помимо этого, с консультационными центрами мы провели переговоры и пришли к соглашению, что также помимо консультаций они могут оказывать консультации по составлению бизнес-планов и технико-экономического обоснования. То есть тут тоже они готовы оказывать консультационную помощь. Эрмек Туратбекович, я, как поняла, представители Российско-Кыргызского фонда развития в этом году неоднократно выезжали в регионы, где вы встречались с предпринимателями, бизнесменами. Вот вы чуть ранее отметили, что во всех регионах были открыты консультационные центры. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что в 2018 году вы наверняка каким-то образом оценивали потенциал того или иного региона. Например, в Таласской области это один потенциал, в Волжской области это другой. И я, наверное, тоже не ошибусь, если скажу, что специалисты Российско-Кыргызского фонда развития занимались мониторингом перспективности того или иного региона. Вот давайте об этом немного поговорим. В рамках выездов мы в этом году фактически с февраля месяца начали проводить выезды по регионам. Активно проводили эти выезды, и в рамках этих выездов мы встречались, как вы сказали, с предпринимателями, с бизнес-сообществом на регионах и отобрали в рамках выезда порядка 94 проектов. То есть это те 94 проекта, которые в ходе переговоров, встреч с нами мы там смогли прийти к пониманию и объяснили, какие документы нужно, как можно получить. И с этими 94 проектами мы в течение года ведем работу, кому-то помогаем получить кредит в коммерческих банках по нашей линии, разговариваем с коммерческими банками, предоставляем информацию, разъясняем, как предоставить документы им. Кого-то мы привлекаем к себе уже, видя перспективу становления большого бизнеса. И в рамках этих выездов у нас родились такие продукты. Мы объявили конкурс в этом году. Это конкурс по точке роста мы назвали. Конкурс, который способствует именно получению кредитов для регионов. Мы эти конкурсы разбили по регионам, определили в каждом регионе тот сектор, который наиболее приемлем для этого региона. И мы уже в выездах смотрели, какие продукты, какое производство в каждом регионе возможно и перспективно. И с учетом этого мы на каждый регион определили по 2-3 проекта, которые могут получить финансирование и по какой отрасли именно. И это мы указали в нашем продукте конкурсном. Вот. И на сегодня конкурс не завершен, мы до конца года его поставили. Вот. Но на сегодня могу так сказать, что мы видим, что этот конкурс он нужен, и предприниматели, информационное обеспечение этого конкурса сейчас только начало брать оборот. И я думаю, что мы будем просить руководство продлить этот срок конкурса на следующий год. И с учетом этого будем отбирать уже и финансировать, думаю, проект. Ну вот касательно этого конкурса, Эрмек Туратбекович, наверняка здесь, если вот говорить мы о конкурсе «Регионы точки роста», здесь наверняка является наличие механизма стимулирования предпринимателей. Ведь все-таки у предпринимателей должен какой-то, скажем так, быть стимул идти дальше. Вот касательно стимула, например, если проект успешно реализован, то предприниматель, например, имеет, скажем так, право вот своевременно погашать кредит, и потом, скажем так, по истечении каждого года, может быть, вы как-то ему какие-то проценты, ну, скажем так, возвращаете. Вот давайте об этом. Ну, в части стимулирования мы разработали этот проект таким образом, что, во-первых, у нас ставка минимальная, 4%. А во-вторых, мы сделали по продукту, чтобы оно было интересно и для предпринимателей, как получение кредита, так и способствовало его развитию, удешевлению его расходов по процентам. Мы сделали условия таким же образом, что по истечении льготного периода по проекту, и если весь этот льготный период проект успешно обслуживает кредит, получает развитие собственное, то последующие платежи ежегодно мы делаем возврат процентов в размере 2%. То есть, если проценты кредита он получает по 4%, то после льготного периода мы 2% ежегодно ему возвращаем. То есть, это сделали таким одним из основных условий.
Вот, поэтому, я думаю, для предпринимателей должно быть интересно. Азамат Туратбекович, у меня к вам тоже немало вопросов. Я их постараюсь озвучить, сделаю это чуть позже. Сейчас на связи с нами наш первый радиослушатель. Добрый день, говорите. Алло, саламатсыздар. Саламатчылык. Ирина, саламатсызбы? Угадалась. Азамат Мырзага мынтип айтайынчы, атым Жылдызбек. Мына Ирина, сиз туура айтып атасыз. Ар бир региондун өзүнүн карашы бар. Мисалы Таласта фасоль, нарында картошка, эт багытында болсо, көлдө алма, чүчүктө пакта, бул жагда тамеки, жана башка даналыктар боюнча болгон. Российский фондто сын пикир көп да. Ошонун баарын жарымдан ашык реализация болгон эмес. Буну деген супермаркеттерди курдуруп атасыңар. Процент канчадан экен ошону айтып койсоңуздар, 3-4% ылдый кылып туруп, ылдыйраак суммадан берсеңиздер болду. Мына регионду өнүктүрүү дегенде мен мурда айтайын дегем, жакшы мына өкүлчүлүктөр жөнөткөн экенсиңер. Мен регионго барган жатай. Бул бара албайсың. Сен улуттук банктан жайгашкансыңар, кире албайсыңдар силергечи кээ учурларда. Ошон үчүн региондорго көбүрөөк чыгып, региондор иштесеңер, мына Кыргызстан агрардык өлкөбүз. Бизге эмне керек? Агрардык болгондон кийин ошол жердеги кайра иштетүү боюнча мына өмүр жемиштерди логистикалык борборлук ошол нерселерге жардам берсеңер, уну айылган айлыгыңар канча аласыңар, өзү айлыгыңар жөнүндө айтып кеткилечи. Анан кийин ушу региондорду чөз түрдө мындай кыдырып, ушу региондорду көтөрмөйүн, эч качан мамлекет көтөрүлбөйт, оңолбойт. Рахмат. Вопрос понятен, но я уж не знаю, наверное, мы вопрос зарплат не будем рассматривать. Сегодня мы говорим о развитии региона в 2018 году. Эрмек Туратбекович, по вопросу нашего слушателя, что можете сказать? В целом у нас, как я сказал, продукт, который мы назвали регионы точки роста, мы определили основные отрасли. Это переработка фруктовых, ягодных и плодовых культур, переработка фасоли, интенсивное садоводство, рыбное хозяйство, переработка хлопка на юге, убой скота, торгово-логистические центры для обработки сельхозпродукции, производство текстильной продукции, переработка мясной, молочной продукции и шерсти в том числе. И эти все отрасли мы поделили по регионам. А в части того, что сложный доступ к нам с регионом, да, мы это тоже понимаем, и с учетом этого мы в каждой области открыли региональные центры, куда могут обращаться все предприниматели. Они окажут полную консультативную помощь. Помимо этого у нас на сайте размещены наши условия и требования по финансированию. И указаны прямые контактные телефоны непосредственно нашего фонда. И куда также могут непосредственно звонить и обращаться. Кроме этого, на юге мы открыли уже не региональный консультационный центр, а открыли свое представительство, где находится наш постоянный сотрудник, который также оказывает консультационные услуги. Помимо этого, он самостоятельно рассматривает проекты, отбирает эти проекты, обсуждает с предпринимателем каждый его проект и предоставляет нам бишкекский офис для дальнейшей обработки. Вот, поэтому с нашей стороны эту работу мы полностью ведем. К сожалению, могу сказать, что в регионах на сегодняшний день проекты действительно не такие крупные. Мы все понимаем. И для этого мы сотрудничаем с коммерческими банками, через которых мы двигаем проекты, которые значительно меньше в объемах, которые мы бы хотели. На сегодняшний день у нас офис находится в Бишкеке, и сотрудников, которые могут рассматривать проекты, вот в моем отделе 4 человека. Это которые работают непосредственно по прямому финансированию. И 2 человека, которые работают с банками-партнерами. То есть 4 человек на всю республику, понятно, что это вопрос такой. Поэтому, чтобы деньги быстрее доходили, поэтому мы и отрабатываем с коммерческими банками, у которых имеется более 1000 филиалов, Сберкасс, у которых кредитных специалистов порядка несколько тысяч. И это распространение идет быстрее. А другой вопрос – это развитие самих предпринимателей. Многие предприниматели именно финансовое образование, финансовое знание для получения кредита. Вот это острый вопрос всегда остается. Сейчас у нас на волне Беринчи радио новости на кыргызском языке. Новости послушаем, после чего обязательно продолжим. А вам, дорогие наши слушатели, я напомню, телефоны прямого эфира 39 21 90 и 65 66 04. Беринчи радио Малымдай.
Бишкек ош жолундагы түп ашуу, ала бел ашууларында жана суу самыр өзөнүндө транспорт кыймылына убактылуу чектөө киргизилди. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. 23-25 ноябрда катуу жааган карга байланыштуу жолдордо транспорт тыгыны пайда болгон. Мындан улам Токтогул районунун Арал жана Чүй облусунун Сосновка постторунда жүк ташуучу жана жеңил автомашиналар үчүн чектөө киргизилди. Авто инспекциянын кызматкерлери жолдордун татаал бөлүктөрүн жөнгө салууну улантышууда. Жол инспекторлору айдоочулардан коопсуз аралыкты кармоону суранат. Коом жана турмуш. Бүгүн 26 ноябрда таңкы саат 5:18 Алай районунда жер титирөө катталды. Сейсмология институтунан кабарлашкандай, жер титирөө Алай районунун Көксуу айылында 4,5 балл, Эргештан Нур айылдарында 4 балл жана Кара Киндик айылында 3 баллга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. 26-27 ноябрда Бишкек шаарындагы Белорусская көчөсүндө, Соңкөл Туюк көчөсүндө, ал эми 27-28 ноябрда Тоголок Молдо, Ташкент Кудрук көчөлөрүндө Манас проспектисинде газ берилбейт. Газпром Кыргызстан компаниясынын маалыматына ылайык, убактылуу чектөөлөр ремонт иштерине байланыштуу болууда. Саясат. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Минск шаарына иш сапары менен учуп кетти. Анын алкагында өкмөт башчы 27 ноябрь күнү Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин кезектеги жыйынына катышат. Отурумда Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин кызматташуусун мындан ары тереңдетүү маселелери, тактап айтканда бирликтин санариптик күн тартибин ишке ашыруу, финансылык рыноктук концепциясы талкууланат. Ошондой эле ЭИБтин 2019 жылга бюджети каралат. Кеңеш менин жыйынты боюнча бир катар документтерге кол коюшу күтүлүүдө. Иш сапарынын алкагында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Минск шаарында Айтматов атындагы парктын салтанаттуу ачылышына катышат. Маданият. Кыргызстандан Россиядагы элчилигине Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата салтанаттуу иш-чара өттү. Ал Москвадагы кыргыз диаспораларынын адабий кечилер жамааттарынын демилгеси менен уюштурулуп, элчиликтердин кызматкерлери, кыргыз диаспораларынын өкүлдөрү катышты. Катышуучулар Айтматовдун бай мурасын, жазуучунун реалисттик прозасына өзгөчө басым жасашты. Мындан тышкары Айтматовдун өмүр баяны жана чыгармачылыгын чагылдырган сүрөт көргөзмөсү болду. Меймандарга залкар жазуучунун чыгармаларынан үзүндүлөр окулду. Спорт. Кыргызстандык спортчулар Өзбекстанда өткөн тай бокс боюнча ачык чемпионатта жеңишке жетишти. Турнир Ташкент шаарында 21-25 ноябрда уюштурулду. Үй-ээлеринин тышкары рингке Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Афганистан жана Нигериянын өкүлдөрү 400 катышуучунун 9 биздин өлкөнүн спортчулары болушту. Алар 3 алтын жана күмүш, ошондой эле коло медалга жетишти. Альберт Бактыбеков, Алихан Ергешев жана Анастасия Струкалина өз категорияларында биринчиликти берген жок. Экинчиге Абдулазиз Туранбаев, Никита Цой, Евгений Трубчанинов, үчүнчү орунду болсо Дмитрий Михайлович алды. Валюта курсу. Бишкектин акча алмаштыруу жайларында доллардын соңку карата курсу 69 сом 85 тыйын, евро 79 сом 45 тыйын, рубль 1 сом 6 тыйынды, теңгенин курсу 19 тыйынды түздү. Аба ырайы. Бүгүн Кыргызстанда күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2,7 метрге жетет. Бул тууралуу Кыргыз гидромет маалымдады. Абанын температурасы Чүй, Талас областарында 3-8 градус жылуу болсо, Баткен, Ош, Жалал Ата аймактарында бирдей эле абар күтүлүп 5-10 градуска чейин жогорулайт. Нарын менен Ысык көл аймактарында 2-3 градус жылуу болсо, Борборус Бишкекте бүгүн абанын температурасы 8-10 градуска барабар. Жергиликтүү жана чет элдик көрүнүктүү саясатчылар, ишкерлер, экономисттер, коомдук ишмерлер, жазуучулар, маданият жана спорт чеберлерин биринчи радионун түз эфиринден уга аласыздар. Бишкек жана Чүй FM 104.1, Ошто FM 107, Таласта FM 102, Баткенде FM 104.2, Жалал-Абад FM 104.7, Нарын FM 105, Ысык көлдө FM 102.4. Электрондук терек биринчи радио КТРК Чекит KG. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Первое информационное радио.
Напомню, что сегодня в программе «Тема дня» мы говорим о роли Российско-Кыргызского фонда развития и гарантийного фонда в развитии регионов страны. Какая именно работа была проведена в уходящем 2018 году. Я напомню, что сегодня у нас в гостях руководитель службы кредитной и инвестиционной деятельности Российско-Кыргызского фонда развития Эрмек Абласов и заместитель председателя открытого акционерного общества «Гарантийный фонд» Азамат Ходжубаев. Телефоны прямого эфира 39 21 90 и 65 66 04. Мы вещаем и в прямом эфире в социальной сети Facebook на страничке Беринчи Радио. Вопросы и комментарии можно отправлять и на нашу страничку. Азамат Туратбекович, вы наверняка со мной согласитесь, что с каждым годом в Кыргызстане увеличивается желающих, которые хотят открыть свой, скажем так, бизнес. Да, и на своем пути, конечно, они, скажем так, встречают немало препонов. Это нехватка знаний, это может быть даже и отсутствие стартового капитала. Сегодня мы с вами, Азамат Туратбекович, встретились по такому позитивному поводу. А сегодня я еще раз хочу подчеркнуть, мы говорим об итогах уходящего 2018 года. В чем этот информационный позитивный повод заключается? Что гарантийный фонд в 2018 году в 2 раза увеличил финансирование по сравнению с предыдущим 2017 годом. И, соответственно, вопрос, Азамат Туратбекович, какие усилия прилагает и будет прилагать гарантийный фонд для реализации указа главы государства по году развития регионов? Пожалуйста. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я хотел бы сказать, что в 2016 году, согласно распоряжению правительства Кыргызской Республики, было создано акционерное общество «Гарантийный фонд». Наш капитал составлял 72 миллиона сомов, и мы начали свою деятельность в ноябре 2016 года. Основной целью гарантийного фонда является это повышение доступа к финансам субъекта малого и среднего предпринимательства, к финансовым ресурсам при недостаточности залогового обеспечения. Да? И первую заявку мы уже начали обрабатывать в 2016 году, и нам Азиатский банк развития выделил еще дополнительные средства, и в итоге у нас капитал уже в начале 2017 года составил уже 294 миллиона сомов. По итогам работы мы выдали около 250 миллионов гарантий, это в прошлом году, и в этом году, согласно в рамках указа президента, мы увеличили свое предоставление гарантий в 2 раза. На сегодняшний день это составляет около 604 субъектов малого и среднего предпринимательства поддержано на сумму 640 миллионов сомов. Что этому способствовало? Во-первых, это новый инструмент, который появился на финансовом рынке, который дает возможность предпринимателю при недостаточности залогового обеспечения получить необходимую сумму финансирования. Всем нам известно, что есть жесткие условия по отбору проектов, и одним из условий является, что заемщик банка должен предоставить соответствующее залоговое обеспечение. И гарантийный фонд в решении этой проблемы предоставляет свою услугу. Сразу хотел бы сказать для радиослушателей, что гарантия предоставляется сроком до 36 месяцев. Комиссия при этом составляет за нашу гарантию, за сумму предоставленной гарантии 2%. И максимальная сумма гарантии, если у нас было в 2017 году составляла около 7 миллионов сомов, то в рамках исполнения указа президента и большего удовлетворения таких приоритетных отраслей, как переработка, производство, это и текстиль, и если посмотреть производство сельхозпродукции, его переработка, то мы пошли на такой шаг, что мы его увеличили до 10 миллионов сомов. Это разовая гарантия, то есть максимальную сумму мы определили до 10 тысяч сомов. Да? И мы в рамках года развития увеличили
как бы круг своих партнеров. И на сегодняшний день у нас является 11 банков-партнеров. Они являются нашими партнерами. И эти 11 банков составляют, их региональная ветка составляет около 300, их региональный филиал составляет 320 филиалов. Из них, по банковской системе, из них наши банки-партнеры имеют 230 филиалов. Да? И наши банки-партнеры имеют по капиталу 65% от общей банковской системы. В активах они сконцентрировали около 70% активов банковской системы. И путем создания совместного соглашения мы вышли как бы на рынок, и это дает нам увеличивать объемы выдачи. Мы на следующий год в рамках исполнения этого же указа мы готовы увеличить свою как бы лепту в развитии регионов, увеличить свою сумму гарантий в 2 раза. По итогам деятельности за 2017 год мы как бы показали свою эффективную работу, увидев такую эффективную динамику. Нам со стороны правительства было выделено 300 миллионов сомов. Мы в 2 раза в этом году увеличили свой капитал. На сегодняшний день наш капитал составляет более 600 миллионов сомов. И активы наши составляют более 740 миллионов сомов. Потому что, как ранее сказали, со стороны Российско-Крымского фонда тоже оказана поддержка в выделении 200 миллионов сомов. Первый транш мы получили в начале года. И второй транш в конце августа мы получили. Все это как бы способствует развитию гарантий и гарантийной системы в нашей стране. По оценкам наших как бы международных партнеров, Азиатским банком развития признана наша двухуровневая модель гарантийной системы. На сегодняшний день мы, акционерное общество «Гарантийный фонд», работаем по всей стране. Кроме этого, у нас есть 6 муниципальных региональных гарантийных фондов. Мы, так как созданы на страновом уровне, мы им создаем условия, предпосылки для дальнейшего роста. Мы тесно прорабатываем с банками-партнерами, мы тесно прорабатываем с Национальным банком, тесно как бы проводим работу и с госорганами. На сегодняшний день вводятся изменения и дополнения в закон о гарантийных фондах. На данный момент Министерством экономики был инициирован этот законопроект, и он находится сейчас в Чогорку Кенеше. Соседние страны, допустим, в Таджикистане собираются открыть также на модели, которые мы создали здесь в Кыргызстане, они тоже собираются открыть гарантийный фонд и будут как бы принимать нашу кыргызскую модель. Далее в других странах Центральной Азии и Кавказа рассматриваются другие варианты создания гарантийных фондов именно по нашей кыргызской модели. Всемирный банк принял также положительное решение об участии гарантийного фонда в качестве основного партнера по одному из проектов, который будет проводиться по Иссык-Кульской области для приобретения и развития коров молочного направления. Вот это как бы основные итоги, которые как бы получили международное признание. По нашей текущей деятельности хотел бы сказать, что сумма выданных кредитов, выданные банками-партнерами, составила 2 миллиарда 250 миллионов сомов. Это дало создать в регионах более 1200 рабочих мест, новых рабочих мест. И мы поддержали действующих рабочих мест более 5000 рабочих. Впоследствии как бы гарантийной поддержки мы одобрили
34 экспортоориентированных проектов по стране. И сумма этих проектов составила более 118 миллионов сомов. Также мы отслеживаем активное участие наших женщин-предпринимателей. Получили гарантии 170 женщин-предпринимателей по республике. Кроме этого, нами реализуются различные проекты, одним из которых является проект «Один район, одно село». И по итогам этого проекта нами было выдано 25 проектов, которые подпадают именно в рамках вышесказанного проекта. Да? И сумма этих проектов составила 71 миллионов сомов. Кроме этого, по работе с Национальным банком я бы хотел отметить, что во внутренние нормативные правовые акты Национального банка ввели дополнение в плане того, что гарантии, кредиты, выданные с помощью гарантии гарантийного фонда, они будут засчитываться как активы высоколиквидные, и по ним они будут классифицироваться как нормальные активы. То есть по ним коммерческому банку нет необходимости дополнительно отчислять резервы, так как наш капитал сформирован в деньгах, и они находятся в банковской системе. Азамат Туратбекович, вот у меня сейчас такой вопрос, да, вот как я поняла, вот в сотрудничестве с коммерческими или, может быть, государственными банками вы претворили в жизнь ряд проектов, да, ну давайте сейчас на примере, да, где что было, может быть, открыто, ну по регионам есть какие-то успешные проекты, которые вы сегодня могли бы озвучить? Да, таких проектов у нас, как я ранее сказал, у нас много, и к примеру я хотел бы сказать, что мы поддержали переработчика фасоли в Таласской области. Недавно в средствах массовой информации это было демонстрировано. Мы поддержали проект по переработке молока в Волжской области и производство национальных напитков, таких как курут. Мы поддержали молочный бизнес, который работает в Нарынской области, в Хочкорке, в Чуйской области, в Высокульской области, в городе Каракол. Это все по молочному производству. То есть они начали перерабатывать, то есть открыли у себя дополнительную линию, допустим, если они производили только пастеризованное молоко, то они начали производить сыр. Либо если они производили сыр, то они перешли на кисломолочные продукты. То есть мы поспособствовали для их расширения продуктовой линейки. Азамат Туратбекович, вот в первой части нашей программы мы говорили о том, что Российско-Кыргызский фонд развития во всех регионах были созданы региональные центры для обеспечения консультациями местных предпринимателей. Вот что касается гарантийного фонда, Азамат Туратбекович, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что вы уделяете тоже, скажем так, особое приоритетное внимание повышению финансовой грамотности наших уважаемых предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса. Вот если мы возьмем уходящий 2018 год, сколько предпринимателей вы обучили? Я не знаю, есть ли у вас там, может быть, количество, статистика. И если вы сейчас эту статистику озвучите, Азамат Туратбекович, то это с прошлым 2017 годом больше или меньше? Ведь все-таки я еще раз хочу сказать, я, наверное, буду права, что в приоритете это вопрос повышения финансовой грамотности среди предпринимателей. Совершенно верно. Мы на данный момент имеем 6 региональных представительств в регионах нашей страны. И в рамках этих представительств было обозначен круг задач, что должны они делать. Да? И одним из их работ является проведение встреч с предпринимателями. То есть, если современным языком сказать, проведение прямого маркетинга.
то за 2018 год ими проведено вот на 1 ноября мы как бы сделали такой учет. Они провели более 620 встреч с предпринимателями. Кроме этого, у нас, как я ранее сказал, у нас имеется 11 банков-партнеров. Для того, чтобы как бы дать более широкую информацию относительно использования наших услуг, о механизмах работы гарантийного фонда, также проводятся встречи с региональными сотрудниками банков-партнеров. То есть, как я ранее сказал, у банков-партнеров имеется 230 филиалов, и мы выезжаем физически в каждый филиал и проводим с ними как бы семинары, круглые столы. И в итоге мы провели 471 встречу с банками-партнерами. Да? Кроме этого, для как бы более широкого освещения среди населения в регионах мы сотрудничаем с представителями местных органов управления, и местные органы власти оказали как бы поддержку в этом плане и как бы устроили нам 89 региональных круглых столов. Проведение семинаров у нас по финансовой грамотности было 151 семинар, где приняли участие 232 предпринимателя. И 500, также мы провели круглые столы с нашими с работниками банковской системы. И всего как бы контактов было более 572 контактов с сотрудниками банков. По выданным кредитам, которые выдаются в регионах, мы осуществили также мониторинг. То есть мы хотели узнать, как успешно работают наши предприниматели. И было проведено более 15 собраний. И также мы принимали на совместных региональных собраниях. И таких собраний было более 30. Давайте выслушаем вопрос или мнение нашего слушателя. Добрый день, говорите. Алло, салам алейкум. Мен келе турган суроо моундай мыйзам бар, бирок ошо мыйзамдан тышкары ушу айыл чарбасына бир мал жанды алып анан переработка кылганга эч кандай залогу жок, тигиндей мындай бере алабы, бере албайбы? Болду экен. Вот такой вот вопрос. Пожалуйста, кто ответит? Вы, наверное, Азамат Турабекович. Бул суроо боюнча айта кетейин, буга чейин репортажда болбоду. Күрөөсүз каржылоо азыркы күндө бар. Аны биздин банктар берип жатышат. Бул эме боюнча кошумча менен айта кетейин. Биз гарантийный фонд гарантияларды беребиз, кредитти биздин банк партнерлор беришет да. То есть мындай айтканда биз ошол жеке ишкердин тарабына туруп, жеке ишкер банкка кайрылганда ошонун күрөөсү жетишсиз болсо, биз ошол жетишпеген күрөөгө өзүбүздүн гарантияны коюп бергенге даярбыз. Эгерде кандай бир суроолор болсо, биздин ошол өнөктөш банктарга барып кошумча маалымат алганга мүмкүнчүлүктөр бар. Вот пришло СМС-сообщение от абонента 0116. Вот пишет вопрос представителю Российско-Кыргызского фонда развития. Вот вам, Эрмек Туратбекович, значит, пишет и спрашивает: если бизнес пошел не так, как надо, вы учли и учитываете риски, то каким образом необходимо будет возвращать кредит? Ну, пожалуйста, вот о рисках что скажете, Эрмек Туратбекович? Ну, в части рисков все проекты подвержены рискам. Рисков много, и зависит от экономики, зависит от сферы бизнеса, от отрасли. Конечно, мы эти риски учитываем. Мы при выдаче, в первую очередь, это покрытие залогов. То есть обязательно мы просим в любом случае залог, потому что любой проект, он основывается на чем-то. И та основа, которая на чем основывается, это первичным залогом нам идет. То есть здесь мы залогом какие-то риски перекрываем. Часть рисков мы перекрываем за счет тщательного анализа. То есть при выдаче проекта мы анализируем проект вдоль и поперек. Это
вторая попытка снижения рисков. И дополнительно мы контролируем именно целевое использование. Это вот целевое использование – это один из основных мероприятий, связанных с целевым использованием кредита, где и скрыто основной риск именно невозврата, чтобы кредит пошел по целевому назначению. Ну, дополнительно у нас еще есть постоянные мониторинги, выезды, то есть мы можем привлекать консультантов на проекты, мы можем привлекать дополнительных каких-то экспертов для оценки бизнеса. Это тоже вопрос контроля рисков. Ну и дополнительно мы также можем помогать этим же проектам. То есть у нас есть создан в фонде свой фонд поддержки предпринимателей, где на основе грантовой основы мы можем выделить средства именно для проектов, требующих дополнительного изучения, либо помощи именно в консультации, получении какого-то экспортного заключения. То есть все эти риски мы учитываем, и бывают случаи, когда проекты в ходе уже реализации мы видим, что нужна какая-то помощь, в том числе какие-то оборотные средства нужны. Мы эти средства тоже смотрим на риски и стараемся в свое время определять и предоставлять, находить финансирование. Финансирование мы находим по-разному. Самостоятельно мы договорились с двумя банками, с международными банками, которые готовы предоставить наоборот средства. Помимо этого мы разговариваем с коммерческими банками, мы предоставляем им гарантии, и под наши гарантии они тоже готовы финансировать оборотные средства именно тех компаний, где это им нужно. То есть вот эти шаги мы сделали, и я полагаю, что эти шаги позволят нам все-таки выводить проекты, которые мы уже финансируем, на успешную деятельность. Азамат Туратбекович, и последнее, да, когда мы говорим о гарантийном фонде, то, конечно, мы подразумеваем, что гарантийный фонд – это инструмент развития предпринимательства, да, но раз уж мы сегодня говорим о развитии регионов, то, несомненно, здесь развитию регионов надо уделять соответствующее и пристальное внимание. Вот скажите, пожалуйста, вот в этой связи планируете ли вы в следующем, дай бог, 2019 году увеличить количество предоставляемых гарантий, ну, может быть, по сравнению с этим уходящим 2018 годом или, может быть, с прошлыми годами? Что скажете? Да, мы как бы у себя уже как бы стратегически уже приняли, что мы будем больше присутствовать в регионах. И на следующий год, если мы в этом году увеличили в 2 раза по сравнению с прошлым годом, то в 2019 году мы также планируем увеличить в 2 раза объем выданных гарантий. А Эрмек Туратбекович, у вас какие, скажем так, стратегические планы на следующий 2019 год? Наверняка все-таки тоже вы уже прописали, что-то наметили, и к результатам которого будете обязательно стремиться. Ну, основное – это увеличение объема выдач. Именно мы также продолжаем нацеливаться на регионы. Мы полагаем, что в следующий год мы должны будем увеличить именно финансирование в регионах. Помимо этого, мы разрабатываем ряд продуктов, которые также, мы надеемся, будут нацелены на регионы. Это, конечно, в первую очередь касается стартап-проектов, проекты, которые несут большие риски. Проекты, где недостаточность залога есть. То есть вот эти проекты я полагаю, что мы разработаем как бы отдельный продукт, который также будет внедрен по регионам. Время нашей программы, к сожалению, завершается. Спасибо вам, уважаемые гости, за то, что вы сегодня пришли в студию прямого эфира. Дорогие наши слушатели, напомню, что сегодня в программе «Тема дня» мы говорили о роли Российско-Кыргызского фонда развития и гарантийного фонда в развитии регионов страны. Говорили о том, какая работа была проведена в уходящем 2018 году. Напомню, что сегодня у нас в гостях были руководитель службы кредитно-инвестиционной деятельности Российско-Кыргызского фонда развития Эрмек Абласов и заместитель председателя открытого акционерного общества «Гарантийный фонд» Азамат Худжубаев. Я напомню, что это была программа «Тема дня». Оставайтесь на волне Беренчи радио и, как всегда, до встречи.